сети набирает популярность видео, где депутат Александр Иванов отвечает на вопросы турецкого журналиста. Отвечает прямо, честно, без оглядки на цензуру. И именно это больше всего возмутило кремлевских пропагандистов и путинских лизоблюдов, но особенно его собственных соратников по партии. Теперь Иванова обвиняют в сепаратизме и посягательстве на территориальную целостность России. Завтра, 18 августа, партия «Новые люди», в которой состоит Иванов, будет решать вопрос о его исключении. Этого добивается сам лидер партии Алексей Нечаев, тот самый, кто любит красиво говорить о новой политике, но на деле служит старой системе. Владимир Путин всю свою жизнь отстаивал интересы России. Мы так и не поняли, что именно так напугало Нечаева и его партию. В интервью Иванов не сказал ничего, что даже отдаленно напоминало бы призывы к независимости Республики Саха. Но, видимо, в путинской России само слово «независимость» уже приравнивается к сепаратизму. Впрочем, послушайте сами. Мы публикуем этот фрагмент полностью. Якутия, Республика Саха, есть свои натуральные природные источники. Алмаз и так далее. Куда идет это все деньги? И почему в Республике Саха народ не богатый? Рассказывайте, пожалуйста, как депутат. Ну, как вы правильно сказали, я в очень многих местах был. Я где-то был в больше 30 государств. Объездил почти всю Россию, посмотрел, где... Когда я езжу, я не смотрю на красивые места, я смотрю, как люди живут. Чем они живут, счастливы ли они у себя на родине. И когда меня спрашивают, где самое лучшее место, где бы ты жил, я всегда скажу, что Республика Саха-Якутия. Ну, где я родился, там я должен умереть. Здесь должны меня похоронить. Так. Но то, что богатство, не богатство, это другой вопрос. Я считаю так. Ну, смотрите, в 90-х годах, вы помните, наверное, в России, когда Советский Союз развалился, у нас было очень много темы, то, что мы должны жить отдельно, мы сами себя должны прокормить, мы такие сильные, богатые, что можем это. Но как история показывает, когда народ не готов, скажем так, а мы не готовы были к тому моменту, мы даже не смогли в полной степени свое богатство использовать. Мы только вот поднялись, как дети, да, поднялись и оглянулись и начали учиться. Да. А народ Саха, он быстро учится. 20 лет назад у нас ни одного якута не было за большими машинами, экскаваторами. Сейчас мы это все дело научились и сами дороги строим, сами дома строим. До этого не умели. Так что очень скоро, я надеюсь, что вот мы обучимся быстренько, включая вас, наших друзей, турков, татар, башкиров, ну, которые братские народы, нас обучите, поделитесь своим опытом, и мы тоже будем. Спасибо. А почему не поднимаете голосы в Россию, против России? Почему вы отдельное государство не становитесь? Почему? Или они говорят, Россия на этого не позволит. Рассказывайте, пожалуйста, это в реальности есть? Если будет такого, а что дальше будет? Смотрите, у любого народа, история любого народа есть вот столетиями, это не 1 год, не 5 лет. У каждого, например, вот русский народ жил под татаро-монгольской игой 300 лет. Да. О чем они мечтали? Они мечтали быть свободными, правильно? И они прошли через очень большие исторические события, чтобы дойти до свободного народа. А вы, если вы меня спросите, любого якута спросите, вы хотели бы этого, ну, в будущем? Я скажу да. Но вы спросите, вы готовы сейчас? Я скажу нет. Потому что, во-первых, нас очень мало. Во-вторых, территории очень большие, и как народ мы еще не созрели до этого. Это должно пройти столько-то лет, столько-то... Мы должны сами вырасти, договориться с самим... Самая проблема же нас. Мы договориться с самим собой, потом уже прийти кому-то и сказать, мы все готовы. В истории нам повезло, потому что я вижу другие народы, которые попали под других народов. Китай, например, да? Вот уйгуры, как они живут. США, как индейцы живут. Если сравнить с этим, у нас очень даже неплохая судьба у моего народа. Потому что мы остались, наши традиции остались, мы свой язык сохранили. Так что на сегодняшний день говорить об этом, это вредно. Это будет даже в умах наших молодых людей. Но мечтать об этом, идти к этому, рожать больше детей, научиться работать, научиться общаться друг с другом, не делиться, там, ты такой, ты сякой. После этого, да, после этого можно. А на сегодняшний день нельзя об этом говорить.